Организаторы митинга против семейного насилия с соблюдением социальной дистанции планировали провести его возле Белого дома. Однако сотрудники правоохранительных органов в грубой форме требовали у протестантов, а вместе с этим и у журналистов покинуть территорию возле Белого дома. Как отметили стражи порядка, во время карантина и чрезвычайной ситуации акции и митинги проводить запрещено, так как создается столпотворение, соответственно, здоровье граждан подвергается опасности. Чтобы не собрались. Вы видите, коронавирус каждым днем растет. Мы им объясняем, конкретно написано, тем более в законе написано, в чрезвычайных ситуациях, в 21 статье написано, собраться запрещено. Мы им объясняем, они не хотят понять, и все. Однако дальше собравшиеся, включая представителей средств массовой информации, исполняя требования милиционеров, двинулась в сторону профсоюза. Оттуда нас уже никто не выгонял. По словам участников акции, действия со стороны правоохранительных органов нарушают их конституционные права. Не имели права брать наши личные вещи. Почему вы не имели права срывать нас? А вы имеете право здесь стоять? Не имеем права конституционно надо оставлять. Давайте. Вам плевать на Конституцию? Впрочем, сама акция в защиту женщин длилась недолго. Всего на акцию протеста вышло не более 10 молодых девушек, многие из которых держали транспаранты с надписями, как «Таджиадым», «Патриархат похож на суд», или же, как, например, «Милиция нас не бережет». Вопиющий случай с женщиной из Сузакского района стал для митингующих поводом выйти на улицу, так как эта история лишь вершина айсберга, уверяли молодые протестантки. Дали женщинам такие же права. Почему отпускают насильников? Почему людям, которые воруют скот, дают больше срока, чем людям, которые насилуют детей и женщин? Почему их выпускают? Потому что все они продажные. Однако уже сегодня утром стало известно, что эта самая женщина, которая стала жертвой семейного насилия из Сузакского района, а также символом насилия над женщинами в Кыргызстане, написала встречное заявление и просила отпустить ее супруга. Однако, как отметили в УВД Джалабадской области, следствие по данному делу продолжится. Многие женщины даже не осознают, что их права нарушают. К насилию относятся от равнодушия до применения физической силы. Большинство мужчин тоже не отдает себе отчета, что, унижая, они оказывают давление на женщину. Побои или оскорбления становятся привычными явлениями, на которые даже не стоит обращать внимание. Напомним, что 14 марта на официальной странице Таджиадым в Инстаграме прошел онлайн-митинг против домашнего насилия. Религиозный деятель Чуакаджи Джалилов также прокомментировал факт семейного насилия в Сузакском районе. В своем интервью одному из местных радиостанций он осудил недавний инцидент в этом районе. По его словам, люди не должны допускать в отношении себя подобные отношения. Об этой истории все узнали благодаря лишь видео, но, по правде говоря, такое происходит сплошь и рядом. Если совместная жизнь не ладится, лучше разойтись сразу, не доводя все до насилия. В Священном Коране говорится, что убийство одного человека приравнивается убийству всего человечества. Подобное насилие над одной женщиной, неважно, виновата ли она, нужно расценивать как плевок всему обществу. Насилие над всем человечеством. Стоит отметить, что за первый квартал 2020 года количество фактов домашнего насилия выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. 7 женщин, страдавших от насилия в семье, были убиты. По информации Генпрокуратуры, в 2019 году по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. Во многих случаях от семейного насилия пострадали женщины, их 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше – 468. Айдан Атбекова, Калайбек Абдумамутов, Нью ТВ.